Мирном состоялся финал республиканского конкурса «Язык предков». На протяжении нескольких месяцев творческие коллективы со всей Якутии проходили отборочные этапы детского конкурса. По итогам гала-концерта жюри объявило 3 победителей, рассказывает Марферина Алексеева. В честь Международного года языков коренных народов экологический центр акционерной компании «Алроса» организовал детский конкурс «Язык предков». Всего заявилось более 250 заявок. Творческие коллективы представляли песни, танцы, стихи и постановки, посвященные родному языку и традициям коренных народов Севера. На финальный этап прошло 6 коллективов. Территория Якутии, она уникальна и очень-очень многонациональна. Здесь проживают и якуты, русские, и венки, и вены, долганы, татары. У них есть культура, есть история, есть самобытность. То есть, и как раз задача конкурса была продемонстрировать всю вот эту многонациональную, существующую, наверное, отличительную там черту. Что, я считаю, по своему мнению, нам сегодня, безусловно, удалось. Финальные номера порадовали зрителей оригинальностью. Присутствующим посчастливилось услышать произведения, исполненные на разных языках. И по итогам непростого голосования лауреатами 3-й степени и обладателями приза в виде видеокамеры стал танцевальный коллектив с города Удачного «Талантия». Второе место и приз ноутбук получил дуэт Архиповского Александра и Надык Кервина из города Мирного. С давних пор живут как братья Югагир, Эвен, Якут. А победителями и обладателями аудиосистемы стал коллектив чтецов села Верхневилюйск «Дюлусхан». Главная суть произведения – это именно сохранение якутского языка, так как якутский язык, вот как все знают, он немножко таки исчезает. И как бы это, надеюсь, что такого не будет, но может быть это уже умирающий язык. И вот надо бы сохранить якутский язык, и главная суть в этом. Ведь смотрите, у нас на самом деле существует проблема исчезновения языка. Я сейчас не поленилась, подошла к участникам, спрашивала, говорю, вы сколько готовитесь? Говорят, мы с апреля, с марта готовились. И ребята, даже которые не являются носителями языка, они, я думаю, непременно будут считать себя причастным, что они на своей родине принимали в таком конкурсе участие. Я думаю, что они дальше будут где-то развивать. Возможно, они будут знакомиться с традициями. Со слов организаторов, конкурс превзошел все ожидания. Охватил 33 населенных пункта из 16 районов республики. Экологический центр компании «Алроса» уже задумывается об организации последующих подобных проектов. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный.